На данный момент я занимаюсь медициной и хочу перенести эту сферу деятельности в онлайн режиме. Когда я первый раз увидел компьютер, это было в 2006 году, я прям вот так, что-то у меня вот какая-то искра произошла, что вот эта машина, что-то нужно делать с этим. Начал вот заниматься технологией, заниматься сайтом, разработка сайта, разработка веб-сайтов. И хотел что-нибудь какой-то сервис сделать. Но я сам не знаю, честно слово. Вот тогда я не знал, что делать. Пришел момент, когда у меня выявилась вот эта проблема, когда я не могу реально удобно для себя найти нужные лекарства или нужные медикаменты. И бамс, у меня вот где-то внутренне, да, появилось, что нужно вот это делать. Создать такую платформу или такую деятельность, чтобы людям было удобно, где заказать лекарства и дать возможность людям, чтобы это было онлайн и чтобы это было с доставкой на дом. Мы запустили проект, в день там 2-3 звонка были у нас. Потом неожиданно началась пандемия. И в это время мы не знали, что делать, потому что у нас двое было. В день там более 50, более 100 звонков было. Мы очень хотели помогать людям. Было время, когда мы очень сильно не могли найти лекарства. Клиент нам звонит: пожалуйста, принесите, когда можно. То есть это было ночью или там 2 часа ночи, 3 часа ночи. То есть мы как смогли, тогда и работали. Конечно, вот то, что я сейчас делаю, это опыт того, что я там где-то в Японии работал, я еще год в Дубае работал. Именно в сфере технологий, в сфере инвестиций я работал. Но всегда у меня в голове были такие вопросы. Почему ты стараешься для чужого народа и чужой страны? Наверное, патриотизм к обществу, к нашему обществу привело меня к тому, что нужно жить здесь. Я пришел сюда, чтобы как-то влиять на развитие нашего общества и нашей страны.